Нет плохого материала, умелый мастер из любого сырья сумеет сделать пригодную вещь. Так считает специалист лозоплетения Евгений Янцов. В музее чувашской вышивки открылась выставка его творений «Золотая лоза». Как мастер пришел к такому промыслу, расскажет Милена Алексеева. Это пикниковая корзина. Корзина выполнена на каркасе. Каркас выполнен из толстых палок. Вот они. Корзинки, стол, кресло-качалка, диван и еще много другого. Все это можно увидеть на выставке «Золотая лоза». Их автор – мастер из деревни Карабаши Мариинско-Посадского муниципального округа Евгений Янцов. Мы в плетении используем разные сорта ивы. Но в основном мы работаем с дикой лозой. Есть там крупная лоза, мелкая, есть пластичная, мягкая, есть пожестче лоза. Но все эти материалы, несмотря на их свойства, у нас идут в дело. У Евгения с детства была тяга к художественному творчеству. Именно поэтому он поступил на художественно-графический факультет тогда еще педагогического института. Уже после его окончания он начал заниматься лозоплетением. Я думаю, что на это его сподвигла сама наша малая родина. Деревня Карабаш расположена на берегу реки Волга, а вдоль побережья у нас очень много ив росло. И дедушка плел корзины, и бабушка плела корзины. А потом еще у нас дома стояло большое кресло-трон из лозы тоже. Евгений Янцов не только мастер лозоплетения, но и изобретатель. Когда он начал заниматься данным промыслом, у него возник вопрос, как ускорить процесс обработки сырья. И он решил изобрести станок. Сначала ручной, а потом уже с мотором, с электроприводом. Используя свои станки, он расщепляет вот эти вот прутья на 3 части, например, на 4 части. И тем самым у него вот эти вот плетения получаются намного изящнее, ажурнее даже и красивее. Раньше, конечно, вручную это невозможно было делать, поэтому его плетения намного интереснее получаются. Сначала он сделал станок себе, а потом его работой стали интересоваться его друзья. После того, как он начал показывать свои работы в интернете, у него начали появляться заказы. Он уже отправил около 400 своих работ в разные уголки России, Беларуси и Узбекистана. Моделирую на компьютере, делаю чертежи. Готовые чертежи отдаю на завод. На заводе получаю детали готовые для сборки. Их крашу, обрабатываю, собираю все остальное, все, что, как говорится, моя уже работа в мастерской. И произвожу сборку. На выставку пришел и бывший ученик мастера Владимир Васин. Сейчас он сам обучает людей промыслу и руководит студией лозоплетения. В работах Евгения Янцова он отмечает уникальность. Общепризнанные модели и были. Он их переработал и в современном стиле, уже стилизованные под новые тенденции, новые направления в художественном видении в лозоплетении, их изображает, компьютерную графику применяет. И вот эти новые модели, они сейчас уже входят в жизнь. С лозой Евгений Янцов работает уже 28 лет. За это время он сплел множество самых разных по форме и назначению изделий. Вообще он мне плел много всего. У меня была плетеная кроватка, в которой я спала. Но больше всего мне запомнилась его работа. Это санки, которые он сплел для моей куклы. Я на этих санках катала куклу зимой по снегу и очень радовалась. Евгений Янцов обещает и дальше развиваться и радовать зрителей своими плетениями. Ну а пока с выставкой его работ можно познакомиться в музее чувашской вышивки. Она будет работать до конца мая. Милена Алексеева, Алина Сусметова, Сергей Емельянов. Республика.